В эфире программа «Актуальное интервью». НВК «Саха» готовят к выпуску в новом сезоне документальный фильм о якутских динозаврах. Фильм «Динозавры в Якутии есть» готовился совместно с петербургским продюсером Милой Кудряшовой. Съемочная группа НВК «Саха» этим летом сопровождала палеонтологов в Сунтарский район, где нашли окаменевшие остатки доисторических рептилий. О новых проектах и теледокументалистике мы сегодня поговорим с журналистом, руководителем редакции документальных программ НВК «Саха» Дарьей Ермолаевой. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Теледокументалистика – это довольно сложный жанр. Что вас сподвигло прийти к нему? Дело в том, что у меня была очень интересная история. Сразу после окончания Дальневосточного государственного университета я попала в молодежное детское вещание якутского телевидения. И однажды у меня, спустя некоторое время, режиссер спрашивает: Дарья, а ты хочешь до самой пенсии проработать в детской редакции, да? Конечно, этот вопрос меня изумил, но, возможно, я как это в шутку ответила, но он, видимо, у меня остался где-то там в подсознании, и он дорабатывался. И когда мне предложили уже другой фронт работы, я с удовольствием занялась этим. И первый фильм, над которым мы работали, это был фильм о природном парке Ленские столбы. Это номинировали парк в ЮНЕСКО для того, чтобы парк стал всемирным достоянием человечества. Так что с такого фильма началась документальная киноэпопея моя, можно сказать так. И до сих пор занимаемся этим. А как вы выбираете темы для съемок и насколько документалистика востребована сегодня, в частности, у нашего якутского зрителя? Я считаю, что документалистика востребована всегда. Потому что, во-первых, там судьбы людей, жизнь людей, именно реальные истории, не выдуманные. Во-вторых, это всегда поиск. В-третьих, это всегда находишь какие-то интересные повороты. Или, может быть, интересные факты, о которых еще никто не знал. То есть это такое интересное путешествие во времени. А кроме того, документалистика, она, как и игровое кино, может многожды повторяться, может иметь многосерийность, то же самое. Так что это будет актуально всегда. Вас довольно давно интересует тема динозавров. Сотрудничество с петербургским продюсером и учеными возникло, наверное, неспроста. Да. Когда мы снимали фильм про Ленские столбы, я тогда познакомилась с доктором геолого-минералогических наук Петром Колосовым. И он тогда мне рассказал, что есть интересные находки. И в 2010 году мы собрали экспедицию. И среди них был оператор и режиссер. Мне не удалось поехать с ними. И в экспедиции принимали участие обыкновенные школьники и студенты. То есть для них я представляю, каково это было, да? Найти там коготь динозавра доисторического или позвонок. И после этого заинтересовались этой темой и петербургские ученые. Материал лежал, ждал своего времени, потому что редакции документальных программ еще не было. Редакция появилась на нашем канале в 2016 году только. То есть за 6 лет до появления редакции мы уже собирали материал. И однажды прозвучал звонок из Санкт-Петербурга, и мне сказали: Дарья, мы такие-то, такие-то, хотим с вами сотрудничать. Так и состоялась эта экспедиция. И я думаю, что впереди новые открытия. Многие тайны будут открыты. Да. В этом году были раскопки и исследования в Сунтарском районе. Да, в Сунтарском. Что там удалось найти, что интересного? К сожалению, школьники не смогли поехать, потому что сами помните, что было очень дымно, были пожары, было очень экстремально, поэтому школьникам не разрешили принимать участие. Но для школьников наши ученые оставили очень интересную находку, потому что они элементарно не успели откопать. За час до отъезда они нашли огромный фрагмент лопатки динозавра. Неизвестно, то есть остается только приехать, откопать. И дали задание детям откопать. Так что... Фильм, который снимает польский режиссер, Мициха не боится самолетов, тоже не обошелся без вашей помощи. Расскажите о вашем сотрудничестве. Дело в том, что Мила Кудряшова, продюсер из Санкт-Петербурга, она занимается очень многими проектами. И понимая, что в Якутии очень много интересных тем, и что она не может приехать с творческой группой, с огромной командой сюда, она понимает, что ее сила – это национальная вещательная компания, где все есть. А не может в связи с недостатком времени или по каким-то и времени, и финансирования, потому что эти проекты делаются на гранты.
Министерства культуры или на гранты президента Российской Федерации. Как правило, ученые также ездят. И поэтому нет лишних денег, каждая копейка на счету. И поэтому очень многие продюсеры сейчас работают с национальными вещательными компаниями, создают копродукцию. Вот. И я считаю, что очень удачно в этом году нам удалось и с динозаврами поработать, и с циклом Мициха. Сначала мы писали «не боится самолетов», а потом выяснилось, что боится все-таки самолетов. Эта история появилась вообще на слуху спустя 100 с лишним лет, потому что экспедиция Марии Чеплицкой, ученой, которая родом из Польши, но работала в Лондоне, она впервые, единственная женщина, была целый год в Сибири, исследовала тунгусов. И я задалась вопросом, при чем тут тунгусы, Красноярский край, и мы Якутия, потому что территории довольно разные, да, она до Якутии не доезжала. И эту тайну мы раскроем в нашем фильме. Почему? Потому что взаимосвязь, оказывается, есть. А она в документалистике увлекается только динозаврами или у нее более Нет, у нее очень много, очень широкий круг. Вот когда они занимались поисками тригонтериевого слона в Псковской области, вот, в одной из небольшой деревушке, был тоже целый фильм, который участвовал потом в фестивалях. И я думаю, что эти наши фильмы тоже будут иметь фестивальную жизнь свою. И, кстати, копродукция чем интересна? Во-первых, это интересное взаимодействие разных творческих людей, а во-вторых, если копродукция участвует в каком-то определенном телевизионном фестивале и побеждает, тогда и наша компания, и студия, которая как бы подала эту идею, мы будем иметь общие права на эту победу. Так что эти фильмы, особенно фильм «Мициха не боится самолетов», он будет демонстрироваться и в Лондоне, в арт-галереях, и в Варшаве. Ну, естественно, там по их национальной компании. У нас будет премьера, и, наверное, будет еще фестивальная жизнь своя. Какие новые идеи возникают, когда собирается новая команда? Все равно каждый новый человек привносит что-то свое, и с этим человеком как-то же, наверное, меняется и сам проект? Естественно, поскольку вот Гжегош Пацик, польский продюсер, приехавший поработать здесь, в Якутии, он должен был выбрать, когда мы провели кастинг среди девушек, должен был выбрать одну героиню главную. Но в процессе, в ходе работы, услышав их истории жизненные, он понял, что они должны быть все, потому что каждая из них вносит лепту в образ этой Мицихи, которая когда-то жила 100 лет назад. Поэтому, говорю, идея идеей, но в процессе съемок, в процессе работы с конкретными героями, конечно, идея может получить какое-то другое. И тогда еще форму. немного о Мицихе, может быть, с технической части, как происходят съемки, как вы, какой вклад вносите и какой режиссер другой вносит? Дело в том, что мы полностью предоставили оператора, студийный павильон, когда кастинг был, и то, что вот считал нужным для съемок Гжегош, мы все это ходили по пятам и сами снимали, и он снимал. То есть где-то 20% фильма отснято было в Якутии, а дальше у них будут досъемки в Москве, в Санкт-Петербурге, наверное, в Польше и в Лондоне. Увидит ли продолжение проект о государевых ямщиках? Государевы ямщики – это очень интересная тема. Конечно, в новом сезоне у нас будет путешествие в Еланку. Но помимо этого, в прошлом году, значит, мы сделали 7 серий по следам государевых ямщиков. И скоро времени состоится международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм, называется «Свидание с Россией». И вот мы сейчас будем 3 серии отправлять туда. И я очень надеюсь, что будет продолжение, потому что этот фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры, правительства Российской Федерации, различных туристических фирм, которые очень заинтересованы в новых туристических маршрутах. Я надеюсь, что этот маршрут 275-летней давности, скажем так, будет освоен уже и посмотрят на это с другой точки зрения, с точки зрения туристического потенциала
Якутии, Иркутской области. Вообще Сибирский тракт, он ведь еще при Петре Первом, начиная с Санкт-Петербурга, прокладывали до Якутска, и поэтому я думаю, что это очень интересный туристический маршрут. Я бы сама проехалась верхом на лошадях. Так как все это было довольно давно, не было еще как таковых средств технической связи, фиксации. Как происходит работа с архивами? Как ищете материалы? Ну, в помощь нам наш государственный архив. Кстати, благодаря Национальному архиву нам удается найти иногда необычные вещи, особенно вот связанные, когда мы делали фильм, двухсерийный фильм про первого самодеятельного композитора Адама Скрябина. Прочитав его автобиографию, я решила попробовать найти, он пишет нам, что в 1923 году, допустим, что его голос записывали на фоновалик. А фонограф это, ну, знаете, наверное, Томас Эдисон еще в конце 19 века изобрел. Это был механизм, который впервые записывал звуки. Это была сенсация вообще мирового масштаба. И вот этот голос Адама Скрябина, когда якутские песни переводили на ноты, записывали на этот фоновалик. И самое удивительное то, что благодаря вот тому, что он оставил эти свои воспоминания, я вышла на Российский государственный архив фонодокументов, и я нашла этот фоновалик. Я была уверена, что мы наконец-то услышим голос Адама Скрябина, но, к сожалению, мне сказали, что, увы, не успели перенести на новые носители. Сейчас мы ищем фонограф Томаса Эдисона, чтобы услышать этот звук. Это такое интересное путешествие. И в Санкт-Петербурге я нашла такой музей. Частный музей фонографов и фоноваликов. И вот сейчас мы ведем переговоры, чтобы свести этот музей, и сообща вместе все-таки услышать голос Адама Скрябина. Дарья, и коротко, чем порадуете зрителей в этом телевизионном сезоне? В этом телевизионном сезоне у нас будет интересное путешествие, связанное, значит, с тем, что исполняется 90-летие доктора биологических наук Никиты Гавриловича Соломонова. Уникальнейшая личность, на глазах которого прошла практически вся история, скажем так. Далее мы сейчас готовим тоже интересная судьба писателя-фронтовика к столетию писателя Тимофея Сметанина. То есть и к году театра тоже будет интересный цикл о театрах Якутии. Так что смотрите нас каждую субботу-воскресенье с 12 часов на НВК Саха. Ну что ж, Дарья, спасибо и желаем вам успехов в ваших раскопках, съемках и работе. Сегодня мы поговорили с журналистом, руководителем редакции документальных программ НВК Саха Дарьей Ермоловой о готовящейся к выходу в фильме «Динозавры в Якутии есть». Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.